Перед отъездом уборка у нас. Спасибо, Избушка, за приют за ласку. За рыбку тоже пойдет. Сегодня ночью классно было, я полчетвертого вставал, плюс 4 градуса. Поэтому я думаю, сейчас рыба пока в хорошем состоянии. Быстрее ее до морозильника домой. Ну ладно, поедем, Валерий Батькович. Кстати сказать, у меня сюда шел рюкзак не меньше. Тут и одежда, и лекарства, и салфан, и бог знает, что только нету. Одежды дофига. У меня и меховую безрукавку я таскал, и свитера. Холодно было. Я, когда сюда ехал, замерз. Ну, у меня еще ведро рыбы есть. Я его там в ручей засунул вчера вечером. Я потом потихоньку пойду, с перекуром. Стоишь? Стоит. Так, вода чуть-чуть упала, что ли? Ладно, это уже роль не играет. Забираем. Ух ты, вода-то почти ледяная. Ну что, поехали. Что такое? Не падать. Вода сколько-то упала. Да. Ага. Ну ты быстрый товарищ, блин. Я думал, тебя догоню. Хрен тебя догонишь. Ура, речка. Ага, точно. Вода упала сколько-то. Ну, по течению, надеюсь, проедем. Ой. Как думаешь, подниматься или спускаться легче? Подниматься труднее. Вниз ноги согни колобком. Можно на попе ехать, да? Главное, пирус не забыть. Нормально. Вниз, конечно, легче. Только ноги успевай переставлять. Если соблюдать принцип на воде жарко не бывает, надо куртку одеть. Солнце жарит, но в тени деревьев холодный ветер, холодный, короче. То бишь общая температура вряд ли большая. Ну, где-то так. Так, спас-жилет надо? Надо. Сейчас лодку сначала спихнуть. Ну, последние аккорды. В июне на блесну не особо не берет. Но щук, что мы поймали, там пару штук с рыбой были. То бишь голодные ниже не могут без придыху быть. Поэтому я по дороге чуть-чуть по блесню попробую. Ой! Вот блин. Валерий, не знаю, что это было. То ли коряга, то ли суперщука голодная. Вроде коряг тут не видно. Но у меня тут узел был и по узлу оборвалось. Ну, значит, блесни у меня накрылось медным тазом. Ладно, едем домой. Долго ехать холодно. Сейчас возьму запасную блесну, чуть-чуть, но поблесню. Ой. Там хищная птица вон летит. Это ястреб? Ястреб, да.
Это что, они рыб нашли? Увидели? Тут наверняка только мелочь. Вон, за рыбки ныряет. Да-да-да. Ух ты, рядом прямо. А этот коршун не сюда же подлетел? Ой, коршун, ястреб. Заинтересовался толкучкой. Ни хрена себе. Так, до кучи меняем кольцо. До кучи крючок побольше. Этой моей леске, я даже не знаю, лет 20 минимум. Ну, рано или поздно срок проходит. Так, мы сделаем. Я как здесь буду ловить метров 7. Ну, 8. Обычно на леске конец сразу выскакивает, а это сопротивляется. Ну, леску взял 8 метров, в расчете, что еще на углу. Ну что, понеслись по кочкам. Так, на конце обязательно узел. Когда зубов нету, посадишь пойдет. Ну, надеюсь, акулы слишком часто не попадаться не будут. Акулоподобные щуки. Ну вот. Ну, бывает. Второй крючок. Обязательно. Когда сбоку хватает, в основном на него цепляется. Ну, где-то так. Дорожка. Дорожка. Это пускай американцы для себя придумывают и навязывают всему миру. За 90-е годы у нас любителей англосаксов целая толпа появилась. А принцип один. Жуешь российский хлеб, говори по-русски. Ну, Марья Ивановна, вроде я готова. Ну что, Валерий Батькович, поехали шукать штуку. Жарко, да. Скорость маленькая и солнце печет. Черемухи навалом. Много, да. Ладно, не хочет ловиться, пора домой. Поеду по протоке, где проехал.
Ой, песок. Ловится! Тут камни! Ура, приехали. В принципе, я знал, что на блесну хреново в июне берет. Ее в июле начинают ловить щуку-то. Попробовал, бросил, потом газанул домой. Ой, ладно, приехали. Ну, жизнь кипит. Елки-палки, здесь такая мель уже образовалась. Да. Ну, наша лодка по мели, по-моему, нормально идет. Слушай, какая-то странная лодка так низко сидит в воде. У меня ощущение, как будто она внутри воды. Так и едет. Ну ладно, их проблемы.